Ребят, слушайте. Волки, блядь. Ребята, всем привет. 30 сентября, ребята. Последний день сентября. Вроде как будто только все начиналось, ребята. На лимья сказка, на лимья история, а тут уже месяца, ребят, как не хватает. В общем, ребята, по последним рыбалкам, по последним рыбалочкам, было на рыбалок 5 в разных местах. И, в общем, рыбалка по налиму показывает, ребят, что на донке частенько попадается лещ. И сегодня, ребята, решено вот прям съездить по лещу на свое любимое место. Многие узнали, ребята. В общем, лещевая точка. Попробую, ребят, сегодня порыбачить на фидер. Немножко отдохну от доночек. В целом посижу, ребят, на кресле, побалдею, покормлюсь. Короче, посмотрим, ребята. В общем, выбрал такую погоду. Сегодня как раз ночью заморозка нет. Где-то в районе 5 градусов тепла. И как раз, ребята, можно будет пободаться, ну, покормиться, я имею в виду. Нежели до того, то, что у нас были заморозки по 6, по минус ночью. Ну, в общем, это прикормка, там опарыш все замерзнет. А сегодня вот прям как раз можно. Красота, ребята. Идет жесткий листопад. Лист уже жестко опадает. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, ребята. А вода опять начала падать, вы не представляете. Я еще такого не помню, чтобы вот такая осень и без воды, просто вообще без воды. Короче, ребят, взял самое необходимое. Пол-лодки, как обычно. Ну, сегодня, ребят, хочу с комфортом. Прям, чтобы было тепло, уютно, сухо. Взял палаточку, печку. Ну, естественно, стул. Взял, ребят, донок. Так как здесь галечник. Поставлю еще 5 донок, ребята, возможно, налим. Ну и в целом, как бы, по лещу также будет работать. В общем, кухонка, сумка-холодильник, пила. Все как, ребят, как мы любим. Как все как надо. Место, ребят, захламили. Я последний раз здесь был, не знаю, может, месяц назад. Какой-то мусор. Все придется собрать, увезти. Как обычно, ребята. Не знаю, почему у нас так люди относятся к этому. Явно сюда добираются на машинах. Тут есть дорога в тайге, ребята. Ну и опять же на лодках. Я не знаю, почему все оставляют. Главное, уже такие модные собирают в пакеты и оставляют. Это как так, ребята? Собираете в пакеты для чего? Хрен знает. Вы типа полу типа, да? Полу, блядь, короче. Ну, мне так кажется. Ладно. Не будем, ребята, о плохом. Уберемся, увезем. Все нормально будет. Разгружаюсь, ставлю палатку, ребята. Заготавливаю дров. Костра, наверное, полить не буду, ребят. Просто будет печка у меня. На ней же можно будет и приготовить. Опять же, есть плитка. Короче, ну, в общем, не буду жечь костров. Хотя вот как будто бы и нужно. Сегодня у нас ночью, ребят, в деревню выходили волки, рвали собак жестко вообще. Короче, волчары поперли. Надо быть в аккурат. Тем более в этом месте, ребят, частенько вижу и слышу волков. Так что, как бы, ну, так, для поддержки штанов. Ну, опять же, из трубы будет дым идти. Ну, опять же, хрен знает.
Тут такое дело, знаешь, если стая, как бы волка, то я думаю и костер, и там и палатка ничем не поможет. Если они захотят, они сделают. Потому что волк это такая командная такая пехота. Допустим, один-два волка, естественно, ничего не сделают, а стая уже, клан уже может, конечно, напасть, мне кажется, и случаи были, и как бы это нормально. Ладно, все, братцы, разговорился, как обычно. Немножко замерз, пока шел. Ну, в общем, разгружаемся. В общем, ребята, сумка опять порвалась. Это, я не знаю, 4-й баул, наверное, у меня уже. Оторвалась вот так. Короче, хрень делают какую-то. Ну, что, правильно, она стоит копейки. Так. Хочу чаю попить. Замерз немножко. Попьем чайку. И, наверное, сначала сделаем лагерь, ребята. Так. Все приготовим, потому что время позволяет еще. Опа. Пшенышко еще теплое, ребята. Пшенышко еще теплое. Отварил пшена. С утра взял магазинскую. Короче, взял опарыша. Банка червя. Ну, сегодня прям такая задача, ребят, плотно по лещу. Не знаю. Попробуем осенью. Ну, многие скажут, что такое 30 сентября. Мы только начинаем рыбачить. У нас, ребят, немножко, конечно, все пораньше. Все-таки север. И в целом, какие-то года, я помню, ребят, что в октябре уже были на льду. Ваше здоровье. Так, ну ладно, что, пойдем-ка мы сходим, дровишек посмотрим. На палатку, в принципе, много не надо. Это не костер. Ну, так в целом, надо тоже что-нибудь найти. Поднимусь я в лес. Какую-нибудь сышинку посмотрю. Ребят, очень красиво. Идет листопад, жесткий такой. Ветер подует и сразу лист падает. Неделю займет, наверное, чтобы все листья упали. А потом уже будут деревья голые стоять. А вот березка, ребят, стоит. Упавшая. Вот ее пойдет, наверное. Зараза, не падает. Сучок держит. Сучок держит на сосне. Зараза, не падает. Сучок держит. Опа.
Вот так это вот клево. А вот так нормально. Ну все. Можно теперь шинковать ее. Ну вот, ребята, береза сама по себе жаркая, дерево. Мне хватит на ночь. А такое сухое, ну плотное еще. Прям четкие дрова. Полотенышко, пару перчаток всегда со мной на осень беру. Береста еще, ребята. Я говорю, жаркие дрова. Перекур. Чайку попьем. Сколько времени-то надо посмотреть. Что по времени? Что по времени у нас? Ну, 2 часа. Огонь. 2 часа. Сейчас поставим палаточку. Печурку. И уже занимаемся фидером. С вечера, может, что-то половим тоже. Плотва он поклевывает, да что, всякое разное. Ой, красота, ребята. Один на реке. Вообще один. Никто уже не бодается. Никого не видать. Ну, давайте за рыбалку. Здесь, в принципе, сухо, ребята. Сниму резину. Взял галошки. Такие тепленькие. И уже нормально кайфовать. А сколько грязи там в забродниках. Тут если еще ходить, нормально. Потому что резина, ребята, это резина. Все-таки Эва. Это Эва. Сейчас одену, буду тут как парень в деревне, бля. А что, в деревнях реально, ребят, смотришь, у нас вот люди и картошку копают в калошах, и в магазин идут в калошах. Короче, калоши, блин, самые лайтовые мокасины в деревне. О, чё базарить, шикарно.
Так, что, будем тут кушать, готовить. И вся позиция будет слышна. Вот так вот. Вот так вот. Тут сразу подтягиваем, как надо, ставим. И все. Печурка, ребят, готова. Явно топить сейчас пока не буду ее. Ни к чему. Короче, ребят, бац-бац по ремню. Ремня нету, соответственно, и ножа тоже. Стирался, короче, ребят, стирал вещи, ну, рыбацкие. Снимал ремень с ножом. И стиранное дело, а нож-то я, ребята, я забыл. Так. Надо вспоминать, что у меня есть. Что-то должно быть, наверное, какой-то режущий. Топор-то ладно. Надо какой-то ножичек. Вспомнил, ребята, у меня тут такой маленький попугай есть. Керамический. Он очень острый. Вот на сегодня у меня нож такой. Ну хоть что-то подрезать. Те же крючочки. Так, ну что, пшенышко. У меня ведерко, ребят, небольшое. Забыл, короче, я большое ведро. Это в лодке у меня было. Вожу с собой ведерко в лодке. Хоть благо какая-то есть посуда. А то, блин, опять пришлось бы в пакете завариваться. Пшенышко. Вот столько пока, наверное, хватит. Это пока не будем. Ну и в целом заводская. Шоколад, лещ. А тут что у нас? Жареные семечки. Давайте по жареным сегодня ударимся. Опять же говорю, это не хватит в любом случае, если буду на 2 фидера рыбачить. Потом замешаюсь. Так, и кукурузки. Так, вот. Не нашел я сегодня бандюэль, взял фрау Марта. Ну вот. Пол ведерка сделаем. А потом посмотрим. Ну что. Не думал, конечно, ребят, что я буду их доставать уже. Я уже как будто бы закрылся по фидеру. Но, говорю, мысля приходит опосля. Так что попробуем. Не знаю. Так что попробуем, братцы. Так, как-то так. Раз. И второй. Два. Опа. Жик. Ну да, как-то так оно. Так, ребят, ну что, по монтажу, как обычно, самый простой, всем известный, не знаю, наверное, самый любимый монтаж — это патерностер.
2 петли под кормушку и под поводок. Вообще шикарный монтаж. Блин, ничего не путается и очень простой. Я, в принципе, и поддонком-то работаю петля в петлю. Здесь то же самое. Раз, два. Все. Чики-чик. Лишнее можно обрезать, чтобы меньше травы было, так как листопад уже идет, трава. Вот так вот. Все по кормушкам. По кормушкам все та же самая любимая пулька. Классно работает на галечнике. Так, 90 и сотка. Эту сотку ставлю, так как, ну, чтобы не стягивало на тот. А этот 90. Тут вполне достаточно вот 90. Использую такие застежки, правда без вертлюга, но быстро можно зацепить и поменять, допустим, кормушку, нежели кто-то делает также петля в петлю проводит. Ну вот, допустим, есть уже вот такие, ребята, смотрите, здесь уже стоит заводской вертлюг, видите, да? С одной стороны, конечно, вертлюг нужен, но по мне так как будто и так хорошо работало. Так просто завожу, раз, и все на месте. Все четко. Вот так вот. Поводкам флюорокарбон 18 V. Пришли мои любимые крючки, ребята, это не реклама, но вот я на них рыбачу. Вот, запомните. Крутой, очень острый, видите, ребят, тут специальный угол. Шикарнющие просто крючки. Вот, смотрю, появились у меня. Я, конечно, взял почушку, так как, потому что по сезону много. Ну и в целом КДФ-ная, 7 номер рулит. Подсобрал, ребят, немножко я рогатулик. Одна сломана. Костер пойдет. В общем, они тупые такие, подзаострю немножко. Потому что втыкать неудобно камни. Немножко подзаострю. Да, надо купить заводские, ребята, такие под крокодила, или сделать самому. Вот сюда второй рядышком поставим. В общем, ребят, посмотрим. Посмотрим, как лещ будет клювать. На галечнике здесь сегодня не будет. Ну, переночуем в любом случае. Такая разведочка у меня. Ну и отдохнем от донок, наверное. Так. Полетели. Вот как-то так. Так, продолжаю, ребята. Вот так пришлось рогатулечку немножко камнями прижать. Так, очередная. Здесь, кстати, на донке хорошо лещи попадались, когда я здесь тоже ночевал. Первый раз выход по налиму. Вот здесь 2 хороших лещей поймал. Вот с этой косы. Ну все, 2 здесь, ребят, с этого
с этого островка закинул. Ну а 3 вот рядышком с фидерами. Как-то так. Здесь просто вот обрыв такой идет. А там вот такой мысочек. С обрыва неприятно. Ну просто тут немножко придется побегать, если что. И ничего. Тут тропинка хорошая. Так, ладно. Надо кормить. Кормить точку к вечеру. Да и надо самому покормиться. Все шикарно, братцы. Главное, дождя нету. Хотя очень пасмурно. Все желтое. Круто. Так, друзья, ну что-то кушать-то охота. Сегодня я ничего не обедал, не ел. Есть, ребят, помидорки, лучок, колбасятина, яйценеллы. Сейчас мы сделаем хорошую яичницу. Да, как я так опрофанился-то, блин. Нож забыл. Ё-моё. Помидорки свои. Маленький ножик. Ну, хоть что-то, правильно, ребята. Хоть что-то. А бывало, забываешь какую-то мелочь, а без нее вот реально никак. Всяко бывало. Так. Лучка. Лучочек, лучочек, лучочек. Ну еще, ребят, справляется. Опа. Колбаса деревенская.
Ладно, ребята, распалю я печурку, пускай она потихоньку шает. Пускай она потихоньку шает. А потом потихоньку будем подкладывать, да и все. Так-то не холодно, ничего. Просто так, время подубью. Да и уже потом мало ли клювать будут. Чтоб не бегать. Чтоб не бегать. Заодно посмотрю, как дрова будут гореть. Туда подальше. Ребят, смотрите, какой паровоз. Вот что значит береста береза. Как теплоход, короче. Опа, ребята. Смотрите. Хрена себе. Это, братцы, елец. Жирный какой. Походу, пока печкой занимался, фига он просто в шахту, блин, закинул. Вот, ребята, кстати, северная рыба тоже. У многих нет такой рыбы. Он прям наедый. Вообще капитально. Ничего, такого, блин, не грех и взять, братцы. Садочек. Садочек сейчас растянем. Где у меня садочек? Ага, садочек здесь. Такого и не грех взять, ребята. Хороший бродяга. Камешек сейчас туда закинем. Как грузик. И он куда-нибудь сюда, наверное. Что-то даже и не слышал. Прыг-прыг, что-то прыг-прыг. Тут у нас поглубже. Опа. Вот так вот как-то. Ну вот, ближняя бровка. И лес катиться, ребята, начинает. Это осень. Сейчас на лесных речках, соответственно, и хариус пошел. И лет. Ну все, братцы. Ух ты, это кто такой? Тучки какие-то поднавалило, ребята, все потемнело резко. Да и сейчас в целом через полчаса будет полная темнота. В общем, все, погружаемся в темень, так скажем. Сейчас, кстати, вот на этот фидер опять было какое-то шевеление. Дальняя бровка вообще мочит. А вон, видите, ребят, это вот что такое? Непонятно. В общем, кормлюсь. Каждые 7-10 минут перезаброс. Я забрасываю кормушку полную. Там что-то подзинкивает, тут подзинкивает. Мелочушка, короче. Ну, в общем, все, ребята. Погружаемся в сумерки. Все, ребята. 5:30.
выключают свет у нас. Капитально. В общем, пойду еще сейчас прокину доночки, пока еще вот еле-еле вижу. На камеру, наверное, уже плоховато. Печурка шает, красота, треск стоит такой. Дверь открыта у меня. Что смысл закрывать? Тепло. В общем, пойду прокинуть. Ну и все, ребята. Потом ставим свечуху. Будем ждать поклевок. Так, ребята, достаем фонарики. Этот, наверное, налобный, ребята. Поставим сюда. Вот так, на палаточку. Пускай здесь так потихоньку шает. Вот так. Небольшое освещение. А на улице уже прожектор, чтобы сидеть было по кайфу. Вот так вот как-то видно будет. Но видно будет насаживать классно. Забрасывать вроде не мешает. Отлично. Сейчас, ребят, сейчас начали задавать вопрос. Андрюха, что за фонарик? Вот, ребята, вот у меня такой налобный фонарик от Арматека. Это новая моделька у них. Я вот второй фонарь у меня уже получается от них. Неубиваемые, ребята, фонари в железном корпусе. Светит и под водой. Короче, противоударные. Wizard C2 Pro. Вот такая моделька. Блин, ребята, я просто кайфую от этих фонарей, конечно. Шикарно. О, поклевка, ребята, вроде. Да, поклевка, ребята, что-то качает. Ладно, фонарик пока в сторонку. Что такое было? Кто-то поклевал, и все. Ну, уже 6 часов, что-то выходит, ребят, рыбка. В общем, фонари, ребят, крутые просто. Надо было подсекать, наверное. Куча режимов. Вообще шикарно. Свет теплый. Это еще на среднем, ребята, я свечу. А так в целом, блин, вот такой режим, ребята. Потуснее. Такой диод есть, ребята. Чуть поярче. В общем, ребят, кайфую. Ну все, ребята, 6 часов первая поклевка. Это была лещевая. Такие подтяжки. Блин, я просто фонарик в руках держал. Так бы подсек, наверное. В общем, потемнело. И все, начинаем, ребята, блюдить, ждать. Ребят, слушайте. Волки, блядь. О чем я говорил, бля? Стая большая, бля. Костер надо разводить, походу, бля. Воет, конечно, не люто, блин. Аж мурашки по коже, блин. Да. Волки, блин, зараза. Рядом вообще близко стая. На той стороне, правда. Так, у меня где-то электрошокер есть. Надо бы его, конечно, взять. Говорят, боятся.
После таких видео, ребята, мама потом моя очень сильно переживает. Поставлю лодку, ребят, поближе, потому что мало ли, если будут глаза на той стороне, не дай бог, они еще где-то переплывать будут. Ну хрен знает, это же животное. То, короче, чтоб мне, ребят, сквозануть на лодку надо будет как-то сразу. Чека воткнута. В общем, если что, экстренный, ребят, выход на воду. Ну, иначе никак. Порвут как тузик грелку вместе с палаткой нахер. Как сегодня у меня ножа нету. Ну, край пила, ну и топор. Топор надо вот сюда поставить. Могут подойти, даже не заметишь. Ну, созвались. Вот говорю, один там сдалека начал завывать. Я говорю, о, волка начал дуть. И как раз камеру включаю, и вот пошла вот эта экстрада ихняя. Воет, конечно, недушевному. Так никто не воет, как волки. Вот он, ребята. Засранец вышел. На закидушку. На лимчик первый. Тихо, 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 брат. Тихо, 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 тихо. Засранцы. Ах вы засранцы. Ох, какой холодный. Как айсберг в океане. Давай деда позови. О, красавцы. Ползают по камешкам. Так, ребят, ну что, накинул я флисочку. Стало уже прохладненько. Нет, все равно свитер-то не побалдеешь. Ну, в общем, с той стороны была поклевка. Не знаю, наверное, скорее всего, лещ, потому что пожмякана. Вот, а потом, думаю, проверю все, и вот на ближнюю тут сидит налимчик. Когда звенел. Ну, это, походу, когда я туда ушел, тут поклевка была, я сюда пришел. Вот мелкий шнурок. Ну и вот на фидер пока тишина. Ну, вот одно шевеление было, и все. Ждем, ребята, ждем. Как обычно, ждем. Такая спокойная рыбалка сегодня, погода позволяет сидеть. Единственное, что подвывают серые. А так все круто. Палатка шает. Нормально. Подложил сейчас березняка еще. Гудит печка. Пьем чай, ребята. Ждем поклевку. Так, ребята. Какое-то бодалово. Какое-то бодалово на закидушках. Вот здесь, ребята, была поклевочка. Ух ты. Ух ты, ребята. Ой-ой-ой. И что за хрень? Херня такая. Грузинские поклевки были. Что там вообще, ребят, капитальное. О, ребята, что такое? О, блин, не понял. Все понятно. Теперь все понятно. Эту зацепил, ребята. Предыдущую. И по ней, короче, идет. Я не могу понять, что за хрень. А тут, оказывается, вот такая штука получилась. Ну ладно. Да, вот это. А нет, это, ребят, не моя леска. Это не моя леска. Вроде не моя леска. Чуть я еще ни хрена не понял.
Бля, братан, подожди-ка. Какая-то донка, ребята. С палочкой. С дубенчиком, смотрите. У кого-то донка получается. Я поймал, что ли. Тут сейчас она и на этой зацепилась. Короче, трофейная донка, ребята. Чья-то трофейная донка. С одним поводком. С красным грузовым поводком. Хрена себе. В общем, вышли на лимчики, ребята, на охоту. Пришлось забрать, ребята. Вон. Кровища, блин. Ничего не поделать. С налимчиками такая всегда канитель. Блин, ну вот Галька заработал по налиму, да? Ну как по налиму, это не налим. Но в целом второй уже мелкий. А мы ждем леща. Блин, ну с этой донкой, ребят, я думаю, монстр какой-то. Тянется так и брыкается, короче, на то бишь чувствую рывки небольшие. И тянется, я думаю, ну все, рыба мечты моей. А тут донка чья-то также утащилась. Короче, ну доночка там неплохая, в принципе, ее можно и забрать будет. Ну, если кто напишет, ребята, кто будет смотреть, могу отдать потом. Так, ребят, на всякий случай немножко что-то очково, ребята. Вообще очково, блин. Что-то грусть, тоска нагнетает меня, блин. Ветер еще поднялся, блин. Дождь заморосил. Просто я тут понимаю, что они где-то рядом, блин. И не это не один, а стая. Короче, вот так вот. Как-то, блин, некомфортно мне потом получается. Некомфортно, ребята. Так, ну что, 8. На фидере тишина. Пару поклевок. 3 поклевки на закидухи. Кормлюсь. Кормлюсь. Должен выйти, я так думаю. Все равно должен лещ выйти. Мне так кажется, что он выйдет, ребята. Все равно должен выйти. Ну, сидим, что. Чайку попиваю, ребята. Термос уже, кстати, заканчивается. Надо поставить на печку котелочек. Заправить термос. Ну, так, чтобы с чайком. Так, ребята, что тут у нас? Все хорошо. Печурка шает. О, березка. Отлично. В палатке тепло, ребят, даже дверь открыта.
глаза, ребята. Не могу понять, кто лазит. Включил на максимум фонарик. Вам, наверное, ребят, не видно. А вот мне хорошо видно. Вот светятся глаза. Вот видите, ребят. Не могу понять, кто это, волк или лиса. Камера с зумом еще далеко. Вышел посмотреть доночки и смотрю как раз такой момент. Видите, ребят, светится. Ну, вроде высоко, вроде волчара. Суки, пасут меня, бля. Я только зашел в палатку, и знаете, я, пожалуйста. Бля. Ага, мелькнули, ребята. Гасятся, сука. Вот так вот, братцы. Пасут все-таки они меня, бля. Видел двое следов, ну, двое глаз, значит, волки. Высоко не могу понять. Не видно плохо. Но глаза вроде высоко. Ну, то бишь, у лисы все-таки они пониже. И с той стороны, получается, были звуки, вот они подошли спокойно. Вот. Вот еще мелькнули, ребята. Короче, там стая получается. Да, блядь. Вот дела. Вот пасут, короче, пасут. Вот так будешь лежать в палатке, выйдешь, а здесь волки стоят. И что делать, хрен знает. Такая поездочка у меня сегодня такая вышла. Ребята, с той стороны леса. С той стороны леса, бля. Короче, обложили, братцы, блядь. Не, ну дым же, все есть, блядь. Вы чё, блядь, обнаглели, что ли, совсем? Вон, смотрите, ребята. Пасут, смотрите, сколько их. Ёб твою мать, блядь. Не боятся, ребята, они эту хрень, не боятся. Шокеры не боятся. Их там вообще, смотрите, сколько глаз. Они просто смотрят. Они просто смотрят. Все кусты в глазах, бля. Это точно не лисы, это, ребята, волки. В общем, ребята, положуха военная. И все. Короче, фуфло, ребята, не работает эта штука. По волкам. Они просто с пляжа один ушел, но все стоят, смотрят. А вот после этого, ну, звука лиса там закрякала, короче. Вот лисе, может быть, и не понравилось. Но волкам точно похрен. Вышел, короче, посмотреть ядонки. Заодно, думаю, посмотрю глаза. Я вот все глаза смотрю. Что делать, ребята? Спать же нам не поспишь. Время час. Мне
меня еще еда готовится. Надо, наверное, убирать все с плиты. Чтобы запахов никаких не было. Сейчас даже на лодке, ребят, подняться-то не поднимусь. Там еще может хуже быть. Могу пропороться, перевернуться, в воду попасть. Плаваю я 6 лет, скажем. Эту речку переплывал уже 6 лет. Ну, вода холодная. Будем держать оборону, походу. Теперь уже не смешно ни хрена. В общем, ребята, вот там ходили волки. Вот он стоял вот так и начал передвигаться вот чуть дальше. А потом, когда я достал электрошокер, вот там глаза, вот я вот увидел, ребята. Ну, они сидели вот, получается, вот там. Короче. Ну, а вой был вот там где-то, ребята. Относительно в этом районе где-то, короче, есть выводок. И постоянно, кстати, я его летом тоже слышал. Вот охотникам, в принципе, можно дать координаты. В районе Поинги, Устья живут волки. Надо их брать. Вчера, конечно, были такие у меня эмоции, ребята, когда ты сидишь. Вот твоя как защита, это твоя палатка, да, грубо говоря, 2,20 на 2,20. И всякая хрень в голову лезет. Да, прям так как-то было не камильфо. Ну, в общем, все обошлось. Как видите, волки не приходили, не переплывали, они просто интересовались. Ну, наглые, конечно, их таких надо наказывать в любом случае. Смотрите, ребята, как я насаживал, так все и есть. Еще кто-то есть, ребята. Мелкий налимчик. Кстати, уже, ребята, второй. Ух ты, нифига. С поводком, ребята. На шнуре, кстати, поводок. Ну, друг, терпи тогда. Будем делать тебе операцию, чтобы извлечь все. Журавли, ребята, где-то идут.
Гусь пошел, ребята. Столько гуся, блин. Все, братцы, на юг пошли, да? Ну да, у нас уже холодно. Не знаю, ребята, отклемается, не отклемается. Жабру вроде не зацепил, порвал язык ему. И крючок тоже вот этот второй в языке сидел. Язык, кстати, очень крепкий у них. Следом вторая пачка идет, ребят. Там, походу, болота какие-то. Вот. 2 клина еще. Пошел гусь, ребята. Это говорит о том, что скоро зима. Скоро зима, ребята. Гусь плотно пошел. Не знаю. Ну, та пачка была очень большая, конечно. В 3 клина растянулись, братцы, смотрите. Прямо на меня ребята идут. Идут ребята. Идут плотно низко, вот прям над лесом. Ну там получается болото недалеко. И они прям оттуда походу идут, стартуют. Ну потому что с одного ракурса вот они выходят. И вот если бы не палатка с печкой, то можно было прям добывать. Они вот прям вот выходят, ребята, вот выход получается вот край дерева и вот чуть выше их. Здесь бы с ружьишком можно было с гусиком еще быть хорошим. А гусь, ребята, это, блин, не утка. Хорошее мясо. Да. Блин, это уже какая стая идет, охренеть. Что творится, ребята? Это, наверное, только рыбак видит так близко зверя. А когда охотник ходит с ружьем, такого нету, но зато охотник ходит возле речки и видит таких щук, которые стоят возле берега. Это проверено, ребята. Охренеть, гусь прет, страшное дело вообще. Какая-то поклевка, ребята. Окунек, ребята, утренний. Ну вот, рыбка просыпается. Соньки возьмем. Сонька рыбку ест у нас. Так, ребят, ну чё? Нифига. Час посидел, покормился.
Нифига, гусь, ребята, прет, страшное дело. Уху. Не знаю, насчитал уже, наверное, блин, ну 20 стай, наверное, точно. Если не больше. Потому что там, ну, слышно крики, там слышно крики. Еще рядом где-то еще ползут. А так выходят вот с этой стороны все. Ребят, здесь барок. Хочу воспользоваться этим моментом. И сейчас, когда ездили последний раз на УАЗике на рыбалку, ехали по дороге, и очень много маслят было. Маслята повыходили. И в целом тоже вкусный гриб, ребята. А почему не подсобрать, да, если есть? Ну, в общем, здесь тоже, ребят, лесная дорога. Хочу посмотреть, может, вышли. Так, подсоберу домой. Подсоберем, если есть. Возьму пакет сейчас. Вещи занес, которые на улице были. Сушатся у меня. В общем, здесь все красиво. В общем, лесная дорога, ребят, сразу идет. И вот они любят на дорогах расти, на полях. Сейчас ходим, посмотрим. Далеко, ребят, ходить не надо было. Но это очень крупный. А вот малыши, братцы. А вот малышки. О, какие классные. Вот это маслята. Да, их чистить, конечно, ребят, очень тяжело. Все руки будут черные. Ну, можно будет подсобрать. Тем более, смотрите, их сколько, ребят. Таких малышей подсобрать. Они растут семьями. Их как бы собирать очень легко. Червивый. Короче, большие даже можно не смотреть. А вот маленькие, да, здесь как раз канава такая идет. И, наверное, здесь они будут. О, какой красивый, чистенький. А тут красноголовик, ребят, стоял, смотрите. Но он все устал. Не сказал бы, что так много попадаются. Ну, есть, скажем, ну вот большие слишком, ребята. Такие лябуши. Надо вот поменьше вот таких подсобрать. Попугай вообще выручает, ребята. Это, кстати, от Сереги. Серега, привет, будешь смотреть с Кирова. Это его ножичек маленький. Он, кстати, скоро приедет, ребят, в гости ко мне по Налиму. Поедем мы на 5 дней, наверное. Посмотрим. Все зависит погода. Ну и как бы, чтоб дела как бы не держали, то рванем, наверное. Опа. О, крупный, чистый, ребята. Как шампиньон. Много растут, но крупные, говорю. Это уже, наверное, слишком большой. Вот такой, да, кожаный. Короче, таких уже можно не смотреть. Среднячок и маленький. Дошел до ручья, ребята. Он работает, функционирует, смотрю. Ну, я перейду, еще тут дальше схожу. Здесь мы одно время очень хорошо рыбачили. Тут недалеко. У нас там стол даже есть, стоит. Занимались мы продольниками, там рыбалка была вообще классная. Чуть ниже получается. Раз дошел до этого места, ребят, хочу сходить, проверить нашу стоянку. Блин, много тут рыбалок было, конечно, вот прям в бару. Не знаю, в каком состоянии сейчас стан там. Посмотрим, 1000 лет здесь не было. Ну вот, ребятки, вот и стан. Ну, явно здесь кто-то был, и не раз. Кстати, синяя веревка. Это наша, мы делали веник, чтобы стол подметать. Это вот у Стаса доска разделочная, он сам его строгал. И
И барбекюшка наша все-таки осталась, ребята. Да, это вот Стас из Чурки рубил, помню я. Вот здесь мы, ребята, много времени проводили. Рыбачили, ставили продольник. Уже все такое неважное. В общем, да, веник этот я помню. Барбекюшка. И вот эта разделочная доска. Чага, ребята, ну уже кто-то срезал. Классная штука. Кто болеет, ребят, язвами, желудками, можно просто за 3 месяца вылечиться. И такие случаи, что от язвы прям следа не остается. Вот этот напиток. Ну тут срезано уже. В общем, ребята, сходил в лес. Не знаю, штук 15, может, нашел. Ну, короче, на жарежку нашел. Ладно, сегодня пожарим маслянка с грибочком. С грибочком и с картошкой. Заварил себе кофе еще. Время, ребят, 9 час. Кстати, вот час нашел гусь. Может, 1,5. С 6 утра, получается, до 7, до начала 8. И вот сейчас вот все просто нет, уже не видно его. Короче, тоже перелет такой утренний был. Не знаю, посижу еще, наверное, с часик, может. Я думаю, толку никакого не будет. Сейчас поставил фидер на червя. Опарыша вообще не игнор. Донки еще что-то поедает, а вот опарыши никак. И потихоньку будем сворачиваться, наверное, ребята. Такая сегодня у нас получилась рыбалочка. Ну вот, как-то так. Пакет, главное, собрали, блин. А увезти забыли. Покормим рыбку. Ну все, собираюсь. Вещи собрал. Рыбка, что ли, какая-то, ребята? Да, какая-то рыбка. Это окуньки. Окуньки. Осенние окуньки, ребята. Ах ты, какой красивый. Осенний окунек. И опять гуси, ребят. Охренеть, сколько гусей. Ну что, ребята, все, собрался. Потихоньку, помаленьку помыл лодочку. Спокойно перебрал вещички все. Ну и люблю, ребят, порядок немного. Воспитание у меня такое, отцовское. В общем, братцы, все. Убрал место. Просто реально столько мусора. Собрал все фантики, ребят, все бумажки. Все, что мог, сжег. Специально развел костер. Остались дрова за мной. А так полянку, ребят, почистил вплоть до бычка. Ну, потому что я здесь больше не буду в этом сезоне. Ну, на зиму оставляю. Место чистое, так как я здесь, ребята, очень много провел времени. Хороших лещей, ребята. Тут взят трофей у меня. 2,555 лещ. Кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите. Классная рыбалка была. Да и, в общем, здесь много леща по сезону выдернули. А так, задумка моя
не выдалось. Мелкий налимчик. Окушки там. Ну, короче, кошки, ребят, поймал. Все, баркас греется, ребята. Загружен вообще под завяз. Вот целый пакет мусора вывожу. В общем, все в порядке. Ну, а по рыбалке, ребят, прям не знаю, не могу ничего сказать. Честно скажу, ребят, испугался. Ну, было такое волнение, дискомфорт. Тем более ты один, темно. Короче, ребят, своеобразная движуха, не знаю. Ну, вроде как, ребят, все обошлось. И в целом, прям ничего не могу сказать. Пишите, ребят, будет интересно ваши комментарии, что бы вы делали в этой ситуации. Поехали домой или что-то еще там. В общем, волки выли 2 раза. Ночью они вообще вышли вот сюда прям. Один волк ходил прямо здесь по берегу и глаза мелькали вот по всем этим кустам. Ну, мне немного кажется, что может это волчата еще, ребят, были. Ну, то бишь, может мамка как-то учит, играет или что, или ну, что-то такое из этого, ребята. Плюс в поселок опять вышли волки. В общем, такая рыбалка, ребят. Ну, это тайга, это природа, ребят. Это мы здесь в гостях. В принципе, все так и должно быть. И надо аккуратно отходиться даже, не знаю, один, с семьей, с друзьями. Хрен знает, ребят, все может быть. Зверь все-таки это зверь. Может подранок, может что-то еще, может в капкан попал, очень озлобленный. Вот он может напасть в любом случае. Вторая встреча с волками, ребята. Первая была зимой, я убегал на лыжах, а тут пришлось остаться, ребята. Сидел в палатке и слушал каждый шорох. Ну, это стоит, ребят, железных яиц, я думаю. Ладно, с местом прощаюсь. Все было здорово здесь по сезону. Но мы, ребят, продолжаем искать налима. Я думаю, все равно мы его, ребят, найдем и будут у нас рыбалки шикарные. Все, хода до дома. Вам, ребята, в аккурат. Всем здоровья, счастья, берегите себя и будьте аккуратны, ребята. В лесу, на берегу реки, на воде, вообще в целом. Берегите себя, ребята, берегите. Я не знаю, вас дома ждут, ребята, ждет семья. И каково будет, если что-то с вами случится, а семье потом с этим жить. В общем, ребят, безопасность, техника безопасности, она должна всегда быть. Короче, все, ребята, пока.